В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. 2 подъезда пятиэтажки обрушились из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле. Расскажем, что известно о происшествии к этому часу. 14 виновников лесных пожаров установили в Якутии. По одному из дел возбуждено уголовное дело. Озвучим последние данные по пожароопасной обстановке. Место, где национальная культура и современные решения сойдутся воедино. Реконструкцию площади Ленина в Якутске планируют завершить раньше срока. Дело мастера боится. В Ленске трудовая бригада школьников приступила снова к работе. В этом году ребята трудятся уже не 2, а 3 сезона. Молодежный центр города Нерюнгри продолжает свою активную деятельность. В этот раз там прошли гонки на радиоуправляемых машинах. 2 подъезда пятиэтажки обрушились в Нижнем Тагиле. По сообщениям очевидцев, причиной стал взрыв газа. Пожарно-спасательные подразделения приступили к разбору завалов. По уточненной информации, погиб 1 человек, еще 9 пострадали, из них 5 детей. На месте происшествия работают 170 специалистов и 45 единиц техники. Кроме того, в МЧС уточнили, что из обрушенного и соседних домов эвакуированы 70 человек. Дом был построен в 1971 году и находился в исправном состоянии с износом не более 30%. В доме 80 жилых квартир и 6 подъездов. Капремонт дома должны были привести в 30-32 годах. Систему газоснабжения планировалось ремонтировать гораздо позднее. Ее последняя проверка проводилась 19 июля. Всего на территории Якутии действует 91 лесной и ландшафтный пожары на общей площади более 600 гектаров. Наиболее опасная обстановка остается в Алекминском, Верхоянском и Верхневилюйском районах. Проводится тщательная работа по защите лесов и выявлению нарушителей правил пожарной безопасности. На сегодняшний день выявлено 14 виновников лесных пожаров. Один из них привлечен к уголовной ответственности. На ликвидации пожаров задействовано около 1700 специалистов. Хотел бы отметить, что также у нас находятся в приближенной 15-километровой зоне в 17 населенных пунктах пожары. Сейчас они как бы свое развитие большое не приобретают, сдерживаются силами ПДПС и аэромобильной группировки Главного управления спасательной службы республики. Принимаемыми мерами мы защищаем населенные пункты. Глава республики Айсен Николаев провел рабочую встречу с Евгением Григорьевым. Глава региона акцентировал внимание главы города на необходимости постоянного контроля за ходом этих работ и вводом всех объектов в установленные сроки. Кроме того, рассмотрены подходы к формированию городского бюджета, учитывающие рост населения города и развитие социальной инфраструктуры, а также вопросы увеличения размеров единовременной выплаты для участников специальной военной операции. В Якутске прошел первый день межрегиональной научно-практической конференции с участием ведущих онкологов России. Главной темой мероприятия стали актуальные вопросы оказания онкологической помощи на территориях с малой плотностью населения. Подробнее о первом дне расскажет Тимур Колмогоров. К ежегодному событию в области изучения онкологических болезней и способов их лечения в столицу республики прибыли медики Дальнего Востока, Сибири, центральных регионов страны и коллеги Республики Казахстан. В рамках конференции проходят не только обмен теоретическими знаниями и новейшими технологиями лечения, но также обмен практическим опытом экспертов мирового уровня с трансляцией в режиме онлайн. Сегодня оперировали пациентку с периферическим раком верхней доли левого легкого, и была выполнена верхняя 3-сегментэктомия торакоскопическим доступом, то есть малоинвазивная операция по удалению 3 сегментов левого легкого. Сложностей по проведению данной операции никаких не было. Я работал в очень комфортных условиях, которые созданы здесь, в новом онкологическом центре республиканском, поэтому все прошло в штатном режиме. Здание нового Якутского республиканского онкоцентра, на базе которого проходит конференция, имеет необходимые технологические новшества, позволяя выполнять все виды современного лечения онкологических заболеваний. Вместе с этим был налажен регулярный обмен опытом и мастер-классы по применению передовых методик в лечении рака. Больные были осложненные, они в том плане, что они возрастные, старше 70 лет. Но технические и тактические операции прошли очень удачно и хорошо. Мы знаем и имеем новое оборудование, новый у нас центр онкологический.
Вот, конечно же, это все в ногу со временем, современное оборудование. Молодые наши доктора обучаются не только у нас, наших коллег в России, но и за рубежом. Борьба с онкологией – это бег на перегонки. Как развивается рак, так стремительно меняются и улучшаются методы терапии, а также ее доступность. На сегодняшний день на территории нашей республики открыты центры амбулаторной онкологической помощи, где пациент может получить то лечение, которое ему назначено. Также обеспечение лекарственными препаратами, также выявление на ранних стадиях заболеваемости. Вот основные наши на сегодняшний день проблемы. Программа межрегиональной конференции представит передовые методики, а также будут затронуты самые важные вопросы, связанные с лечением и ситуацией с онкологией не только в Якутии, но и в России в целом. Тимур Калмогоров, Нургун Старостин, Якутск. Бригада офтальмологов Якутской республиканской офтальмологической больницы завершила работу в Алданском районе. Врачи выполнили 43 операции по удалению катаракты. С 1 по 5 августа врачи работают в городе Нерюнгри. Там прооперируют около 40 пациентов. 12 августа врачи отправятся в Татинский и Тампонский районы. Устройство, которое может спасти жизнь. Многодетным семьям в поселке Жатай устанавливают автономные дымовые пожарные извещатели. Инструкторы и специалисты администрации активно работают над оснащением домов. Для чего нужны устройства и почему они так важны в каждом доме, смотрите в сюжете Дарьи Короленковой. И вот непосредственно это у нас котел газовый. Нету вот этих. Многодетная семья Злобиных недавно приняла важное решение – установить автоматическую домашнюю пожарную систему в своем частном доме. Эта установка стала значимым шагом на пути к обеспечению безопасности и комфорта для всех членов семьи. Мы согласились это обязательно, потому что семья многодетная, дом двухэтажный, не дай бог что случится, чтобы быть готовы к разным ситуациям. Тем более датчики срабатывают в ночное время. Это повлекло за собой... много было случаев, когда они спасли жизни людям, что вот ночью среагировали, да, на задымление, и люди успели позвонить в пожарную или как-то сами предпринять действия. Мы тоже согласились обязательно, так как у нас 3 детей. Да, и мы вот тоже хотим быть в безопасности всегда. Современное устройство включает в себя датчики дыма и температуры, системы оповещения и в некоторых случаях автоматическую систему тушения пожара. Само устройство устанавливается на потолке или стенах и не требует дополнительного оборудования для ее установки. Единственное, требуется не реже 1 раза в год сдувать с нее пылинки и менять батарейки. Процесс установки извещателя обычно начинается с консультации инструктора. Специалисты проводят аудит дома, определяют наиболее уязвимые места и размещают датчики. Важным этапом стало обучение всех членов семьи действиям в случае срабатывания сигнализации. Принцип работы таких извещателей направлен на определение частиц дыма в воздухе. При срабатывании детектора дыма извещатель издает громкий пронзительный звук, способный разбудить спящего человека и привлечь внимание окружающих. По состоянию на 1 августа 2024 года в Якутске и его округах зарегистрирован 451 пожар. В связи с этим в рамках акции «Предупреди пожар, установи АДПИ» администрация Жатая передала 120 штук пожарных извещателей семьям. Дарья Короленкова, Семен Семенов, Якутск. Ежедневно в ходе рейдовых мероприятий в столице составляется до 150 административных материалов в отношении водителей, неправильно припарковавших свои автомобили. В один из таких рейдов отправилась и наша съемочная бригада. Небольшой участок улицы Амосова хорошо знаком всем сотрудникам ГИБДД. Именно здесь в будние дни вдоль дороги, вопреки всех правил и предписаний дорожных знаков, паркуются нарушители. На данном участке действует знак 3.27 «Остановка запрещена». Также дополнительная табличка «Эвакуация». На другой стороне дополнительная табличка «Фотофиксация». То есть данные автомашины, которые припаркованы у правого края проезжей части, автоматически приходит штраф на основании фотофиксации. А данная автомашина будет эвакуирована в ближайшее время, так как нарушила требования дорожного знака 3.27.
И такая картина по городу повсеместно. Например, на проспекте Ленина у зданий городской администрации во время работы эвакуатора стоило убрать одну машину, как ее место тут же занимает новый нарушитель. Как правило, у всех водителей одно оправдание – спешил и не обратил внимания на знаки. Вообще такие нарушения у нас по всему городу. Также мы в ходе мониторинга сети интернет выявляем такие нарушения. Горожане отправляют фотографии автомобилей, которые неправильно припарковались. Также хотим напомнить, чтобы водители обращали внимание на знаки. В этих знаках, дорожных знаках, все конкретно нарисовано, скажем так, как надо правильно припарковать свой автомобиль. В борьбе с неправильной парковкой инспекторы часто выступают с профилактической миссией. Если в автомобиле находится водитель, то ему, скорее всего, порекомендуют перепарковать машину. Если же водителя в салоне нет, то, скорее всего, искать свой автомобиль ему придется на штрафстоянке. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. На обновленной площади Ленина сойдутся национальная культура и современные решения. Реконструкцию главной площади республики планируют закончить раньше срока. Для ускорения работ на площадке трудится 80 человек и задействовано 4 единицы спецтехники. Что осталось сделать, расскажет Вероника Таюрская. В настоящее время на площади Ленина идут завершающие работы по монтажу сухого фонтана. Все его конструкции будут скрыты под землю на глубине 8-10 метров. Также полностью залита плита под будущий наклонный ландшафт, получившим название «Булгунях». Ведутся работы по ее утеплению и подготовке для размещения грунта для посадки газона. Параллельно бригадой строителей ведется работа по укладке тротуарной плитки, которая, в свою очередь, имеет национальный колорит. На днях на строительную площадку доставили 8 из 12 13-метровых СРГ. Дизайн, который здесь мы видим, в дальнейшем мы попытались показать на ограждении площади. Мы разместили специально для населения такие рендеры, картинки, для того, чтобы люди могли хоть немножко окунуться и увидеть, что же будет. По периметру площади будут размещены клумбы со скамейками. Будет освещение в виде стерхов и, конечно же, много будет подсветки. Обновление площади Ленина затронуло и прилегающие территории. Так завершена укладка плитки со стороны улиц Амосова и Кирова. Возле дома правительства номер 1 произведено асфальтирование парковочных мест. Со стороны улицы Ленина, возле дома правительства номер 2, идут завершающие работы по благоустройству. Перед ДБ-2 территория надо будет выглядеть с камешкой. Плюс будет проведена работа по освещению общей ликвидации всей площади. По контракту завершение работ запланировано в октябре 2024 года, но подрядчики стараются сдать объекты раньше установленного срока. Вероника Таюрская, Джилус Иннокентьев, Якутск. Дан старт республиканскому конкурсу «Якутия вперед». Это мероприятие является трамплином для жителей республики. На одной площадке собираются активные, талантливые и целеустремленные якутяне. По итогам оценочных процедур выберут 25 лучших и включат в резерв управленческих кадров. Республиканский конкурс прошлого года проходит в новом формате в 2 этапа. Сначала активных идейных людей выбирают по местам жительства. Далее те участники, которые намерены и готовы реализовать себя и работать для развития региона, проходят финальный отбор в начале октября. Для участия в конкурсе можно подать заявку до 31 августа. В прошлом году я участвовал в конкурсе «Якутия вперед», являюсь победителем, вошел в число 25 победителем. Там были интересные конкурсы, направленные на проявление управленческих талантов, групповые, парные, индивидуальные конкурсы. По результатам конкурсов была обратная связь, и сейчас меня как победителя внесли в управленческий кадровый резерв. В данный момент я прохожу стажировку в правительстве Республики Саха-Якутия, за мной закреплен наставник. В Ленске трудовая бригада школьников приступила снова к работе. В этом году ребята трудятся уже не 2, а 3 сезона. Часть группы помогает на станции юных натуралистов, часть на оздоровительной базе «Алмаз». А в выходные все вместе школьники прибирают на берегу реки. С
Станция юных натуралистов. Теплый солнечный день. Утро. Работа в самом разгаре. Ребята, дружно усевшись около большой клумбы, убирают сорняки, чтобы цветам было комфортнее расти. Трава после обильных дождей выросла почти по колено. Дело движется быстро. Девочки умело справляются с поставленной задачей. Вытираем траву, ухаживаем всячески за животными, за цветами. Вот с цветками. Впервые с животными нет. Вот цветки. Тоже траву, не траву, всячески разные вытирать. Руководит работой педагог дополнительного образования Екатерина Заяц. Девушка, раздав каждому задание, тоже присоединяется к трудящимся. Помогает, рассказывает, как правильно делать. Ребята схватывают на лету, если честно. Прям молодцы. Вот в этом сезоне у нас очень прям как-то дружненько получается. Все идеально. И в первом сезоне, и во втором сезоне тоже было. Вот. С некоторыми было сложности, да, но мы все равно нашли общий язык. Все справляются, они трудятся, им очень интересно этим заниматься. Здесь, на станции юных натуралистов, растут различные овощные культуры. Огурцы, помидоры, кабачки, горох, капуста, морковь, кукуруза, салат и многое другое. Все это высажено руками детей. Уход тоже лежит на них. Все, что растет на грядках, предназначено для питомцев станции. Их здесь немало. Кролики и морские свинки очень любят овощи. Хватает выращенных культур на весь зимний период. Кормят с грядки животных дети каждый день. Желающих записаться в трудовую бригаду ежегодно больше, чем имеющихся мест. Как уже было сказано выше, работают здесь школьники. Некоторые из них состоят на учетах ПДН и КДН. Кто-то из малообеспеченных семей. В этом году заработная плата трудящимся была повышена до 23 тысяч рублей. Ребята рады. Теперь они могут воплотить свои мечты в жизнь, заработав свои средства. Мы много спрашивали, да, кто, что, какая мечта у детей, да. Кто-то там решал себе отложить деньги для мамы, там, на подарок, на день рождения. Кто-то хотел поехать в отпуск, отдохнуть и там уже потратить деньги. Ну, в общем, у детей есть какая-то цель. На что хочешь заработать? На поездку. Куда? В Челябинск, к бабушке. Соскучилась очень. Сегодня был первый рабочий день трудовой бригады. Впереди еще 20. Работают ребята всего несколько часов. С 9 часов утра до часу дня. Часть группы работает в лагере «Алмаз», занимается уборкой территории. Часть здесь, на станции юных натуралистов. А по субботам все вместе они прибирают берег реки. Светлана Болеева, Алексей Семенов, Ленск. Молодежный центр Нерюнгри продолжает свою активную деятельность. Мероприятия организованы так, чтобы молодые нерюнгринцы могли выбрать себе занятия по душе, а также проявить собственную инициативу. Так, впервые в центре прошли гонки на машинках радиоуправления. Подробности у Екатерины Павловой. Трасса с крутыми поворотами и трамплином. Участникам было предложено для зачета пройти 3 круга на время с выездом на трамплин. Штрафные нарушения – выезд за пределы трассы, переворачивание машины, поломка ограждения и разворот в пределах трассы. Каждое нарушение равнялось штрафным плюс 10 секундам. Идея данного мероприятия принадлежит нашему постоянному посетителю молодежного центра. Это Давыд. Он предложил просто провести небольшие соревнования. Мы это все сделали вот в такое веселое мероприятие. Пробы, ошибки, естественно, и есть какие-то определенные недочеты. Мы хотим проводить эти соревнования хотя бы раз в 2 месяца. На базе молодежного центра в летний период, наверное, мы на следующий год уже выйдем в парк, потому что там как раз сейчас идет реставрация всего и вся, и это будет классное место, где можно будет проводить большие соревнования. Здесь мы будем проводить маленькие. Пилоты участвовали на своих автомобилях и бодро проходили проложенную трассу в порядке, предусмотренном жеребьевкой. Прохождение трассы было хоть и сложное на большой машинке, но хорошее. Да, нам очень понравилось. Это очень хорошо и сильно сплочает, как семью, да, как бы семейные мероприятия. Мы очень любим участвовать в всяких таких моментах. Позитива море получили, удовольствие и наслаждение. Было очень круто, мне понравилось. Мне очень понравилось данное мероприятие, потому что я, хоть мне и 18 лет, но я всегда мечтаю о машинке на радиоуправлении. Также молодежный центр – это очень отличное место для проведения таких мероприятий, соревнований разных для сплочения молодежи. Все участники получили памятные подарки. Юные нерюнгринцы вознаграждены статуэтками победителя, а взрослые – медалями за призовые места. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. На какие загадки истории может пролить свет изучения якутской лошади? Этим вопросом уже несколько лет занимаются ученые Всероссийского научно-исследовательского института коневодства в Москве. На какие открытия можно рассчитывать в ближайшие годы и почему якутская лошадь оказалась в центре внимания, узнаем из следующего материала.
Узнать об истории происхождения народа Саха через изучение якутской лошади. Именно такую амбициозную задачу поставили перед собой ученые Всероссийского научно-исследовательского института коневодства. Во время своих ежегодных экспедиций по северным районам Якутии они собирают генетический материал в современных табунах, а также изучают ДНК древних лошадей, которые вымерли еще 40 тысяч лет назад. Есть очень интересная теория, о гибридном происхождении якутской породы лошадей. То есть это не только те лошади, которые пришли с юга, но и популяция лошадей, которая уже тогда обитала с людьми, опять же, на севере. И была северная какая-то еще культура. Вот. Потому что при всей схожести там, языка, при всей схожести там, некоторых обычаев с монгольскими и тюркскими, все-таки есть и особенности, которые объяснить так просто вот переходом людей на территорию республики невозможно. Через коня можно было бы выйти вот на вот эти основы как бы происхождения вообще народа Саха. Лошадь в культуре народа Саха имеет ключевую роль. Самый большой региональный табун в России находится именно в нашей республике. Это около 210 тысяч голов. Причем коневодство активно развивается в самых разных направлениях. Эксперты отмечают популярность скачек в Якутии. Традиционно скачки для России – это юг России. Это Ростовская область, это Краснодарский край, Ставрополье, безусловно, Северный Кавказ. Кто бы мог подумать, что для скачек место найдется в Якутии. И там замечательные скачки, потрясающие лошади, коневладельцы. И не только с российских заводов лучшие лошади приезжают в Якутск, но и в том числе я знаю о том, что из-за рубежа они бывают, тоже приезжают и участвуют в скачках. По мнению экспертов, якутская лошадь может быть интересна не только ученым, но и фермерам. Большой табун – это возможность для развития новых направлений в сельском хозяйстве. Причем сырье это совершенно не ограничивается мясной продуктивностью. Очень много перспектив как для биопромышленности, для фармацевтической, косметологической промышленности. Лошадь, она действительно является таким неиссякаемым источником пользы для человека. Специалисты отмечают большую работу, которую проделали республиканские власти в поддержке коневодства. И надеются провести в Якутске очередной международный конгресс табунного коневодства. Максим Кардозу, Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. К этому часу у меня все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.